В нашем деле очень важна преемственность поколений, когда старики, в кавычках, более взрослые ребята передают опыт более молодым. Без преемственности поколений в целом вообще нет нашей нации, любой нации как таковой. Потому что это очень важный аспект именно полагания на опыт, на знания, на какие-то различные характеристики нашего старшего поколения. К сожалению, сегодня зачастую вот эта вот связь между молодым и старшим поколением, она потеряна. И мы пытаемся ее снова установить. Там, где мы не помним историю, там, где мы не помним культуру наших предков, нет нас как таковых, как этноса, как сообщества, как государства. И в связи с этим хотел бы всем молодым ребятам посоветовать с тем, чтобы как можно больше пытались впитывать опыт предков, как можно больше пытались интересоваться своей историей своего народа, историей своего рода, историей своей семьи, потому что это очень важно для осознания, для понимания того, кто мы есть. И в связи с этим проводится сегодня очень интересная вещь в штабе Татар, где были приглашены молодые ребята, первокурсники, второкурсники, студенты и более старшие ребята, уже более 30 ребят, которые уже не один год, даже не одно десятилетие некоторые посещают штаб для того, чтобы для передачи этого опыта молодым поколениям. Хотел бы вам посоветовать также, чтобы вы не стеснялись подходить с своими вопросами, подходить к каким-то своими проблемами к ребятам постарше, чтобы вы всегда делились с нами тем, что у вас какие-то проблемы, что у вас болит, с тем, чтобы вы вместе могли разрешить и таким образом стать еще ближе и стать еще роднее друг другу. Обмениваться взаимным опытом позволяет молодым лучше приспосабливаться к изменениям окружающей среды, к реалиям. И в татарском штабе сегодня сделали такое мероприятие, когда мы можем коммуницировать со студентами, с более молодыми людьми, которые, возможно, в первый раз тут оказались. И, конечно же, так же, как и нам, я думаю, им нужна поддержка более старших людей, которые дольше находятся в Москве, которые прошли определенный опыт, которые также пришли в Москву одни. И я думаю, чувство одиночества встречается у многих. И как раз-таки вот эти вот мероприятия, когда происходит коллективное взаимодействие и с людьми, которые уже этот опыт проделали и в какой-то степени, может быть, успешно. Потому что вот для меня, например, я когда пришел впервые в штаб и приехал в Москву, мне года полтора до этого было очень одиноко, потому что я был один в Москве. И вот это вот окружение, которое тут собралось, позволило мне найти своих друзей, позволило мне найти опору внутреннюю, то, что я могу на кого-то опереться, могу кому-то довериться. И в этом ключе, я думаю, люди, которые впервые оказались в штабе, они тоже могут на кого-то опереться, кому-то довериться, и это позволяет немножко сместить груз со своих плеч, поделиться, предъявиться и, возможно, получить поддержку и получить какие-то знания, какой-то опыт, избавиться от одиночества и найти друзей. И я думаю, для дружбы нету разницы в возрасте, и дружба, она может быть в разных поколениях. И вот эта дружба позволяет нам легче достигать своих целей, позволяет нам чувствовать себя более счастливыми. За период конкретно моего личного нахождения в штабе я познакомился с большим количеством аксакалов, людей более старшего возраста. Например, меня очень сильно поразила уже непокойная, к сожалению, Валерия Порохова в ее выступлении. Она тоже, когда была в штабе, много говорила о преемственности поколений, о том, что важно изучать опыт предков, о том, что важно изучать именно культуру, историю не только народа, но и государства и мира в целом, нашего человечества. В связи с этим, когда я пришел в штаб, у меня, возможно, не было такого понимания, возможно, и до сих пор его нет, что именно важно изучать и важно общаться с более старшими ребятами, товарищами, более старшими людьми для того, чтобы наладить связь между молодым и более старшим поколением.